Я удзельнічаў, памятаю, в одной там такой, як это, школа для журналистов у ИББ, которые там робили, и они меня попросили рассказать, як цікаво рассказывать про устойліве развіццё. Я там распінаўся, може, гадзіну. Ну, одна журналистка потом написала артикул у часопіс «Гаспадыня». Потому что она зауважила, что там я про дачу свою рассказал. А так на самой справе, ну, вот вас пробуйте написать. Ну, вообще сказали, наши редакторы это все не возьмут, потому что это не цікаво. Вот я не ведаю, как там помер за устойліве развіццё. Не, чтобы это было зразумело, что это за устойліве развіццё. Тады мне было. А так, конечно, ну, з іншого боку, ну, это на самой справе, як кажуть китайцы, что коли это проблема, вот у них там один иероглиф означает и проблему, и махчимость. Вот коли есть, это же на самой справе, это некая креативная задача. А як цікаво написать про это? У меня были подначалены в великом одном проекте по малой приватизации, там отдел пиар целый, и добрые гроши отримали. И я им кажу, сказки сочиняйте про это. И они сочиняли сказки, как друковать. И там, ну вот, на самой справе тут треба неяк вот такие, ну, темы, нават коли нечто такое, може, з пункту гледжання там області, і не дуже важне, це громадська організація створила, але це ж якби, якось все одно вон Галкин цих дітей награждає, ну, да. Там, лучше всех. Як-то лучше всех. Да. Так на самом справе вот эти маленькие досягнения, треба про них писать. Там умеют подойти. Ну, може, ваши есть что-то меркование про это. Давайте. Я просто считаю, что как для любого процесса, да, для танго нужны двое. Ну, иногда трое, но в общем. Хоровод нужно. Да. То есть нужны определенные подвижки, то есть и со стороны гражданского общества, да, нужно как бы вот быть более креативным, да, и как бы пытаться как-то работать. То есть, во-первых, да, понять, что работа со СМИ – это отдельное направление работы, и они просто так, люди, пока никто не помрет, и вот как Олег говорит, да, ну, за устойчивое развитие. За устойчивое развитие, после гражданской свободы, понимаете, за что угодно. Да, за социальную справедливость. Но вот нет же, да, соответственно, здесь нужно придумать. Но и как бы журналистам следовало бы думать тоже об общественном благе. То есть где-то в каком-то месте нужно понимать, да, что даже если ты работаешь как бизнес, то есть социальная корпоративная ответственность бизнеса тогда в таком случае, да, для описания этих целей. То есть есть какие-то вещи, которые нужно делать. Нужно, потому что больше никто не сделает. И, как бы, я не знаю, заходить с этой идеей надо, наверное, в какие-то там места, где готовят журналистов, то есть есть факультет журналистики, но есть же как бы альтернативные всякие программы. И когда, например, ну, условно говоря, нам нужно было там как-то приучить журналистское сообщество писать об исследованиях, например, да, то мы делали все. То есть мы собирали их на медиазавтраки, мы приходили к молодым журналистам, показывали, вот эксперт такой-то, он умеет это, а этот эксперт такой-то, он умеет плясать, а этот умеет, значит, рассказать про внешнюю политику. То есть как бы делали много всякого-всякого для того, чтобы журналистское сообщество привыкло писать об исследованиях и ушло от мифологизации определенных там каких-то вещей, да, чтобы они опирались на цифры, чтобы вот про все вот это, да, мы рассказывали. То есть каждая организация в своей сфере является экспертной тоже, да, и она может, видимо, интересно говорить о том, что она делает. То есть, ну вот как бы там, ну просто нужно как бы обнаружить этот язык, который бы помогал вот, ну, общаться, да, этим секторам. То есть одним сделать шаг от вот, борьбы за хайп и за посещаемость, ну, за бизнес-логику, по которой, ну, работает медиа, да, а другим, может быть, как-то там от осознания, не знаю, собственного величия, ну, в смысле, вот такой вот общей задачи, да, то есть подумать о том, как сделать это интересным и как все-таки нужно развернуть это дело так, чтобы стало понятно всем.